Если уже с утра вертолетные стоянки начинают пустеть, значит дела в авиакомпании неплохие. Экипаж и техника должны находиться в небе. Командир Ми-8 Семен Семенов готовится к дальнему перелету. Впереди командировка в Среднеколымск. Второй пилот и бортмеханик тщательно проверяют машину перед рейсом. Все действия отточены, отработано взаимопонимание. Вот мы с ребятами летаем, они уже все знают. Я даже примерно знаю, что они сейчас там делают. Хихикают, сидят, наверное, еще. На Колыме экипажу предстоит помогать жителям сел, пострадавших от наводнения. Впрочем, для вертолетчиков это не впервой. У каждого позади тысячи летных часов и большая их часть по причине наводнений, лесных пожаров и спасения людей. За 20 лет мы посчитали, да, мы спасли 90 тысяч человек. А в республике проживает, насколько я помню, по последней переписи, 945 или 950 тысяч. Ну, посчитайте, сколько. Каждого 10-го, да? А это санавиация только. А сколько таких случаев, когда мы спасаем рыбаков? Огромная площадь Якутии, непроходимые тайга и горы делают региональную авиацию, вертолеты и малые самолеты безальтернативным видом транспорта. При этом сложные погодные условия и небольшие аэродромы сильно сокращают список пригодных для этих мест воздушных судов. Жалоб нет? Нет. Легендарным самолетам советского авиапрома до сих пор нет достойной замены. Летать приходится на технике, возраст которой перешагнул за 30 лет. Сейчас очень большая сложность с тем, что вы видите Ан-2, Ан-3. Это те самолеты Л-410, которые не выпускаются уже в России. Ощущается большой дефицит запчастей. Для поддержания летной годности воздушного флота авиакомпания «Полярные авиалинии» ежегодно тратит 500 миллиарда рублей. И если даже самый старый самолет готовится к взлету, значит он годен и безопасен. Благодаря нашей инженерной службе, командному составу, который возглавляет инженерную службу, мы сумели поддержать весь вот этот парк, который на сегодняшний день эксплуатирует в Республике Саха-Якутия территорию почти равной 2-3 Франции. В период с 20 по 22 годы ожидается массовое списание самолетов Ан-24. Отечественная авиапромышленность пока не предложила достойной замены. А именно это судно остается самым востребованным на внутренних направлениях. Выполняющий рейс 203 по маршруту Якутск-Белая гора. Бортпроводник Наталья Хлебникова – представитель одной из многочисленных семейных династий полярников. Встречая и провожая пассажиров, каждый раз убеждается в значимости своей работы. И неважно, в какой улус сегодня рейс, главное – обеспечить на борту комфорт. Я в 2 годика сказала, что я стану стюардессой. И все. И вот оно и свершилось 1 августа 1995 года. На рейс до Белой горы и обратно уйдет не меньше 6 часов. И это только летного времени. А по возвращении борт сразу отправится дальше. Самолеты не должны стоять на земле. Сегодня у полярных авиалиний есть главное – умение работать и стабильный пассажиропоток. Из года в год улучшаются и финансовые показатели. Причем даже эксплуатируя вот такие памятники, заменить которые предстоит уже к следующей юбилейной дате. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.